Ну вот, при шкурении сразу стало заметно, что вот середина стачивается, края не сильно стачиваются, штрих остается. Значит, середина у меня сильнее выпирает, будем выравнивать. Ну, после зашкуривания прилегает плотно. В принципе, форма ножен готова. Вкладыш ножен готов к склейке. Будем клеить. В общем, развел эпоксидку, склеил ножны, нож обмотал пищевой пленкой, вставил в ножны, склеил ножны, струбцинами сжал адово. Будем ждать завтра. В общем, прошло время, почти сутки. Ножный вкладыш вклеился. Будем пробовать. Вытаскивать, смотреть. Ну, пищевая пленка, кусочки пооставались, но там совсем чуть-чуть где к эпоксидке прилипли, по-моему. Внутри не болтается, даже не попадает. Отлично, будем обтачивать, готовить к обшивке. Из куска кожи вырезал по шаблону макет будущих ножен. Примерно примерил. Сколько там еще вставочку надо делать, сколько все. В общем, размочил кожу, которая у меня заготовка. Сейчас буду нож вместе со вкладышем ножен обмотал пищевой пленкой. Сейчас будем запрессовывать, формовать, так сказать. Пока она влажная кожа, она более эластичная, примет форму. Зажму ручными тисками и вот деревянными вкладышами. Зажму как надо, чтобы плотно держала. Высохнет. Через сутки, может больше, сниму эти тиски. Форма она будет иметь уже хорошую. Можно будет начинать вклеивать.
воды сколько напитала. Ну, будем надеяться, все хорошо формуется. И когда высохнет, уже будет готово к склейке, прошивке. Вот место под крепеж оставил с толстой прокладкой внутри, тоже со вкладышем, чтобы можно было сделать прорезь, чтобы все было более цивильно, так сказать. Вроде бы пропрессовалась, высохла. Будем смотреть. Почему-то прессованная размоченная кожа сильно прилипает. Фактура древесины остается на ней. В принципе, вполне таки неплохо. Тут небольшой косяк кривоватый. Так. В принципе, форма под склейку уже готова. Вот, в общем, вытащил вкладыш. Кожа форму сохранила. Сейчас полное высыхание будет, и скорее всего, ну, завтра уже можно будет приступать к склейке, вклейке вкладыша. В принципе, после склейки уже можно намечать отверстия, сверлить, шить, также край обрабатывать. Заготовка просохла, все готово к склейке. Берем брусочки, которыми будем зажимать, чтобы не портить кожу. Струбцины, естественно, сам нож с вкладышем, клей, момент полиуретановый. Думаю, пойдет. Написано, для кожи подходит, будем пробовать. Ну и ручные тиски. Пищевая пленка. Ну, в общем, промазал клеем, все сложил, спрессовал. Будем надеяться, что хорошо проклеится. Клей быстро схватывается. Надо не забыть на будущее себе завести более длинные плашки, ровные, чтобы в одну плашку можно было одной плашкой зажимать все полностью, всю, чтобы не было переходов, рубцов каких-то. В принципе, все достаточно плотно прижалось, ровненько. Будем ждать засыхания.
прошил. Чуть-чуть обрезал краешки ненужные. Перед шлифовкой сделал прорезь под подвес. В принципе, все нормально. Кожа на разрезе достаточно плотно склеена. Не моноблок, конечно, но достаточно хорошо и плотно все. Смазываю швы воском, чтобы потом нагреть. Воск впитается, будет дополнительной степенью защиты для кожи на стыках, на швах, на склейках. В общем, на ножны нанес состав из льняного масла, White Spirit, пчелиного воска и канифоли. Тем же самым, в принципе, чем и ручку пропитывал, промазывал. По идее, должен защищать от влаги. На несколько слоев попробую промазать, сразу заметно, вот цвет потемнел намного, блеск появился такой. На несколько слоев намажу, пропитается, просохнет. Запах, конечно, неприятный, это вот White Spirit. Ну, через пару дней должен выветриться с рукоятки, через пару дней выветрился. Так, в принципе, достаточно неплохо получилось вроде. Ну, в общем, ножны промазал, пропитал. Сейчас будет просушка. Рукоятку ножа также чуть-чуть зачистил, так как он постарее, я с помощью него много чего уже сделал. Чуть подпортился, подтемнел, подзатаскался, чуть-чуть шлифанул. Прям так по мелочи. Протер его датским маслом, данишем, тоже проверить решил, как он будет. Ну, вроде бы неплохо. В принципе, работоспособность у него нормальная. После работы по коже, по дереву, неудобно на руку снимать. Достаточно хорошо полосует, если не зацепить уголочек. Если уголочек зацепить, конечно, взорвется. Вот если аккуратненько помазать. Очень хорошо стругается. Ножны достаточно плотно все держат. Очень достаточно неплохо. Мне нравится. Нож ставится, доводится. И щелчок даже какой-то образуется, как замыкатель. Все. Ножны зафиксированы. Нож не потеряется, уже больше, чем уверен. Я считаю, опыт достаточно удачный. Просохнет, посмотрим. Может, будут какие-то минусы. Еще подвес хочу сделать здесь. Посмотрим. Ножны. Сам нож якутский кованый. Очень понравился. Процесс очень-очень понравился. Затягивающий. Особенно вот выбивание дола. Он такой своеобразный. У каждого, я так думаю, свой дол. Даже как-то свои методики его набивания. Свой почерк, грубо говоря, как вот в катанах. Хамон у японских мастеров, узор, линия закалки, так и, видимо, у ножей якутского типа. У каждого, грубо говоря, мастера свой почерк по долу. Первый раз шил ножны. Очень-очень понравилось работать с кожей. В принципе, все не так уж и тяжело, как казалось. Даже с моим рукожопием. В общем, я даже знаю, какой проект для ковки я себе выберу, наверное, в следующий раз.